Бон хозыр таши переналожит, выводжал кадавару воданазо дарахкене. Последняя тема. Богмон, вселенная мирового разума, прогноз Нартиады о будущем человечества. Идеология Нартиады единственная, где космос дан как информационная вселенная. Мон, Вацамонгуау. Когда могла сложиться идея разума Мон? Ясно, что храмовый комплекс 12-11 тысячелетий до новой эры под холмом Гёбекли – это акт разумного выбора. Ясно, что строительство города 8 тысячелетия до новой эры под холмом Чаталгюк, заранее спланированного, это акт разумного выбора. И сама эпоха 8-7 тысячелетий до новой эры – это эпоха возникновения земледелия и ремесел, лавки меди, и все это акты разумных деяний творцов-ремесленников демиургов. Нет сомнения, что разум Мон, как идея, в культах уже присутствовал. Когда могла сложиться идеология с системой вселенной мирового разума Мон? Логика проекции Далимон, Нижний Мон, Валимон, Верхний Мон и вразумленных Амонд, как заданных творением судеб счастья, всего сущего и всех форм, никак не явлено у арийских жрецов воля наполнена Алонгилом Нартиады эпохи Кавказа, Парнаса, Дельф. То есть в эпоху арийско-греко-армянского единства до конца третьего начала второго тысячелетия до новой эры этой системы еще не было. Эта система неизвестна и в античной греческой философии. И значит выработана философами-жрецами Алонгилом Нартиады на горе Асов, Кавказ, и тут осталась. Как системная идеология ее нет нигде более от океана до океана, но везде есть ее системные фрагменты, назовем их позже. Социальные и уже политические кризисы с 5-4 тысячелетия до новой эры рождал промысел оружием. Жрецы, смотрящие за сезонными годовыми циклами тепла Сослан и тепла света Сосрау, выступали уже и как военные вожди-жрецы в набегах. Продуктивность оружия делала силовой отъем регулярным промыслом. Это вело к профессионализации ремесла и его оружейно-походного быта. Сезонных вождей набегов Сослан, Сосраук эпохально сменяли профессионалы Асата, Гадес Патрас. Породы Агасата обитает уже не в трехсыхном социально-горизонтальном пространстве равных, но над ним это новая вертикально-социальная координата в социуме Нартиады. Война уже основа их социального статуса лидеров Нартиады. У них со временем уже и набеговые дружины с ядром постоянного состава, это уже и организации силового принуждения внутри. Росла и конкуренция подвигов, это эпоха борьбы престижей. Это признаки формирования власти, не только как системы культового идеологического принуждения, но вместе с тем уже и силового принуждения. Но для силового принуждения внутри своего социума, для этого прежде никогда в идеологии Нартиады не было базовой основы. Она формируется вместе с формированием идеи особого происхождения воинской элиты и ее наследственного статуса отцов Гомес, сынов Батратис. В идеологии Нартиады идейные баталии той эпохи оставили как минимум 3 сюжета творения жизни и людей вообще, и элиты. Один сюжет – это самая изначальная идея творения. О творении нартов всем скопом и сыртов всем скопом. С неба огненный всполох упал на землю, и из верхнего пепла горячего возникли всем скопом нарты. Из глубин пепла более остывшего возникли всем скопом сорты. Ясно, что это групповое творение является базовой основой идеологии родоплеменной общины. 2 коллектива нарты, самцы и мужчины, и сорты, самки и женщины, сотворены в 2 темпа одного акта. И по сотворению разнятся темпами, но равны как минимум в половых группах. Позже 2 взаимоисключающие легенды творения. Оба исходят из идеи мирового разума Мон, но разные по социальному смыслу. По одной вселенная возникла как итог самовоплощения мирового разума Мон во всех видах, в процессах, в вещах, масштабах, скоростях, во всем сущем, во всех сутях и формах. И люди тоже. Наравне со всеми остальными самовоплощениями мирового разума Мон, люди получили каждый свой персональный Мон в виде Амонд, данный как судьба, счастья, жизненный проект. Это вершина демократической философии всех времен и народов. Центральная идея этого акта творения очевидна. Человек равен Богу той в себе частью, в которой он воплощает выпавшую ему
часть самовоплощения мирового разума Мон. Эта идеология равенства людей в мировом замысле Бога не оставляет ресурса для любой идеи превосходства одних людей над другими. Идея, что все люди по материалу творения равны Богу сознания, исключает любые возможности для идеологии неравенства. И вторая легенда творения – это попытка обойти принцип равенства первой. Она не отрицает самого творения как самовоплощение мирового разума Мон, она и вовсе этого не касается. И тоже основана на разных темпах творения. И как бы продолжает ее тем, что первые воплощения Мон были самыми неплотными, бесплотными. Свет, мрак, звук. И стоит на том, что властители цари созданы по первому самовоплощению Мон, которое являлось раньше других в виде имени Ном. Конструкция чисто умозрительная, притом она психологически основана на том, что порядок направленности, он обратный от разума Мон к Ном имени. И это позволяет выстраивать вертикаль исследования еще и в социальном смысле. Сверху Мон развернут к низу, как Ном. И это разворот царей. Они сотворены из имени Ном. А все остальные, они из обгоревшего огня из пепла. Грубые нарды соты. А первый это порода Макагасата. И оттуда элитная формула отца Гамес. Кроме нас, царей нет. Все кувды празднества Наркиады, оставаясь сезонными и хозяйственными, стали, по идее, воинскими. Они ощущали подвиги, соучастие в подвигах и энтузиазм от подвигов. В невоинской массе кувды праздники за счет военной добычи культивировали одобрение, доверие и, как минимум, непротивление этим идеям праздников. Не принимавшие этого подвергались унижениям и террору. С 5-4 тысячелетия до новой эры складывалась идеология, необходимая как система подчинения. Ее психологические компоненты. Первый – ужас, террор. Второй – доверие, согласие, непротивление. Третий – энтузиазм, соучастие, подвиг. Борьба за главный атрибут культа, за чашу истины от самого Гао, шла между жреческой и воинской элитами все зумные кувды празднества. На них поколение жрецов Амона, кувдамонок, соперничали с поколениями отцов Гамес, сынов Патрас, в истинности и престиже. Соперничество во всем. В престижных актах культа от иступленных молитвотанцев Кавткув и до диалога в истине молитва. Молитвотанцы по кромке самой чащи от Самунгау – это акт молитвотанца Ковткав, являл доступную воиномассу, бесплотную невесомость как актуальный знак их связи с бесплотным мировым Мон через творение от имени Ном. В чаще не колыхнулось в ходе молитвотанца. Это знак гармонии бесплотных по небесной природе воиновасов с истиной Мон. В начале борьбы отец Гамес испил 3 отдела чаши. На втором этапе сын Патрас испил оставшиеся 4 отдела и короновал себя чашей Ласамунгуао. Они узурпировали обе функции витязей Эс-Ас и толкователей мирового разума Мон. Захват функций жрецов Амонок привел их к совмещением титулов функций воинов Ас и учителей жрецов Амон. Это Асмон, Манас и так далее. Одним из описательных титулов был и титул ответственной функции медиаторов мирового разума Мон, при том, что Мон был Святым Духом, единым Богом. Тут узурпация подвигла отцов Гамес и сынов Патрас даже на отступление от идеи единого Бога Мон к многобожью, поскольку захватом монополии на толкование мировых истин Мон в поколениях отцы Эс и сыны Ас заявляли себя воплощенными богами. Переводом этой титулатуры отец Эс, сын Ас, мировой дух Мон является и известная много позже формула Отца и Сына и Святого Духа. Это одна из эпических иллюстраций того, что элитный статус породы как сиятельных Сай, рожденных Ар, Ахсар, Таката, среди титулов которых был и титул Благо Ху, сиятельный Сау, Хусау, стал обозначать предводителя первожреца, царя породы Макагасатра, еще и как Бога. Отражением кровавых баталий против этих притязаний была и война нартов с богом Хусау, как с титульным воплощением этих притязаний. Свобода
не наклонять головы в дверях и даже въезжая верхом в ворота, дабы это не сочли прогибанием перед их титулом. Итак, Нартьяда – это и первый устав идеологов практической политики. Борьба политическая за власть внутри своего сообщества. Однако ограниченная традициями. Но в ту эпоху у ариев был выбор вне. Государств нигде нет. И можно сдвигать проекты, престижи, амбиции вовне своего этносообщества. Приемы борьбы за власть распространялись с ариями от океана до океана. К ним уже можно применить оценку истории политической власти Карла Поппера, как истории массовых убийств и интернациональных преступлений. Своих сородичей тоже. Все три основания власти обеспечиваются исключительно только религией, и даже и силовое принуждение. Это одна из функций человеческих жертвоприношений. Они были и в культах Чаталдинюка, следы их мерцают и в Нартьяде. Суть любой религии, уже и как политической доктрины, в поддержании всех этих трех оснований для обеспечения подчинения. И уже плюс сила аса. Теперь от океана до океана отмечаем следы асиров. Первое – мон, второе – мед, вино в тайнах мира. На практике это и лечение. Третье – гадательные стрелы. Четвертое – сацион им ас. Этого пока хватит. Шумер. По археологии с 5-4 тысячелетия до новой эры сюда пришло волнами несколько культур из Средиземноморска, Черноморска, Каспийского, Междуморья и Эшчекаен между двух вод. К тому добавим, что прародина шумеров, как и их первозданный рай, названа так же, как нижняя часть вселенной Мон-Нартьяды. Тут это сфера брачных приключений и подвигов возрастного совершенства. Это страна Дель-Мон-де-Лимон, и ее достигают в водных просторах. А в мифах шумеров, в водах тот же первозданный рай, это остров Дилмун. С него шумеры пришли в Месопотамию. По археологии пришли из Эшчекаем, а значит с мифами Нартьяды. То есть Дилмун – это Дельмон, Далимон из сюжета в Эшчекаме. Но шумерский первочеловек сотворен уже не из божественного Мон. Он уже сотворен как раб из материала рабов, из глины, как потом Адам. Древний Египет. Первое – Мин, додинастийский бог неба. Его символ – стрела. Фараоны считались наследниками Мина. Второе – это конец 4 тысячелетия до новой эры. Менес, первый правитель Древнего Египта, основоположник первой династии. Третье – Амон, бог. Четвертое – значение титула фараонов – повелитель тростника и пчелы, мед. 5. Монту, бог войны. Высшие люди и слез его. Из глаз тут вспомним про творение и слез бога Хусал. Стали боги из уст, то есть были сотворены его словом вас, как цари Нартьяды, из имени Ном. 6. Амон-Ра, бог. 7. Осирис, бог. Но имя по-египетски Мусир. Это обожествленный Асир. 8. Аменти, богиня царства мертвых. 9. Тронные имена Смон, Аменемхет, Тутанхамон и так далее. Древний Иран. В системе Зороастра дух – это ман и стрелы. Как Ахсар-Ахсартак шлют стрелы к богу Кусал с просьбой, так царь Дарий тоже пустил в небо стрелу с обращением. Тогда сбудется моя месть над афинянами. Тора – ман из уст Бога, Библия – манна небесная. На иврите манна есть ман, и это символ самого слова Божьего. Ман – это духовное прозрение. Манна вкусом подобно лепешке с медом в Библии. Манна небесная – это если и еда, то она как Христос, она тоже хлеб жизни, Библия. Манна не еда и не хлеб. Иначе как могло быть, что этого не знал ты и не знали отцы твои? И вот подсказка. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, Господа, живет человек. Библия. И Тора и Библия сотворили человека как раба Божьего, то есть раба чиновников церкви и государства, Богу Богова, кесарю Кесарева. Потому и позы молящихся, позы смиренного самоуничижения. И обе нагнетают агрессию к иноверцам, прямо призывают их убивать.
Древний Китай. Мин– это предопределение, судьба, жизненность. Это точные смыслы АМОН. Основные корреляты мин отражают представления, позже уже главным образом конфуцианские, о реализации предопределения на всех уровнях сверху вниз. Понятие мин появляется в первой половине первого тысячелетия до новой эры как атрибут неба, небесное предопределение, тяньмин. Древняя Индия. Ранние Упанишады, 8-7 века до новой эры. Ман, центр смыслов тезиса, отождествие Брахмана, источника всего сущего во внешнем мире, и Атмана, универсального активно-жизненного начала. Бог один, а все боги – это явление высшего, бессмертного, бестелесного Брахмана. И внимание к разъяснению. То, из чего все существа рождены, то, в чем они живут после рождения, и то, куда они уходят после смерти, это и есть Брахман. И это точная передача формы, сути и смысла Вселенной мирового разума Мон. Ислам. Задача ислама названа – построить мусульманское государство. Этим и ислам прямо заявлен как политическая доктрина, а у рабов веры в эту задачу молитвы на коленях. И Коран тоже призывает иноверцев убивать. Государство строят два племени – Аус и Хазрач. А главное божество обоих – Мон, Манат. Одно из имен пророка – Ясин. А город, где начался ислам – Ясриб. Значение рибра, гласных в арабском письме нет и сегодня, земля. То есть Ясриб и Аскард – это двойники. Значит, Асгарды и Асы идут от Скандинавии до Аравии. При крайнем унижении женщин в исламе, вплоть до уровня ослов, собак, нужников, в важнейшем вопросе о жертвах богам обращаются к прорицательнице Ясриба. Мухаммед заложил первую в мире мечеть без крыши. Молитвы под открытым небом – это и в раскультах. Вход в мечеть в западной стене, а значит молились лицом к востоку, но не к северу, где Иерусалим. Рядом с мечетью площадь, а площади молитвотанцев Син-де-Фес тоже рядом с Ирак-святилищем. И задача ислама – создать страну рабов Божьих с высшей нравственностью. У арьев это высший нрав вак. Но «уэ» в начале слов, как и в середине слов после согласных, утрачивается. «Уэлуак», «элак», «олег», как социальный статус в Наркиаде. Совсем кратко «лек», и это почти у всех кавказцев. Это знак их единой веры горясов Кавказ. Значение «носитель нрава высшего». От статуса Наркиады «аллах» идет и Аллах. Высший нрав в исламе и есть Бог. Имот и мед. Айша о пророке, посланник Аллаха, привык пить мед в доме Зайнаб. А сам пророк сказал: вам дано два средства исцеления – мед и Коран. И гадательные стрелы в Кооране хранились. И прогноз Наркиады о будущем человечества. Эпоха торжества силы Батрас закончилась условием его отказа от всех прижизненных деяний, как не позволяющих взойти рождением Дзавар в святые. Его уход на небо в статус Вастерджа – это уже освящение силы, которая красивая своей помощью земным страждущим. Но и чаша истины о самом Гау осталась для земной жизни. Начата эпоха витязя красоты, весь килац могучего Амма, витязя Ас – это пошло время отца Мас. Это эпоха, в которой красота искусства есть смысл и суть истин сильных, остающихся на земле с чащего Самонгуао. С приходом героя красоты завершилась эпоха глобализации, проектов разума, арийских элит силы, террора, ужаса. Ее сменяет эпоха глобализации, проектов разума всех элит человечества. И Ацамас – это прогностический знак Вацамон, единой информационной системы, без принуждения толкования истин силой, чтобы в свободе выработать общие для человечества критерии красоты духа. То есть код Ацамас – это и код отказа всех религий от призывов убивать иноверцев. И тогда Тора, Библия и Коран почти не будут отличаться от установок и рас религии для всех людей, уже как для творений Мон, равно свободных. Мир на пороге второй глобализации проектов разума.
и уже для открытого общества мира в единой информационной системе. Некоторые герои элит мира, сегодня это и идеологи, и политики, уже стали обращать коллег к зороастризму, Путин в Иране, или к иудаизму с христианством, Блэр в США, выискивая их связи и понимая актуальность общих для всех критериев красоты духа. Основание этого мир имеет, но не знает. Они вера с религией. И похоже, что если не Путин и Блэр, то их последователи будут метить Влад Жалкада Варува Аранзов, хотя им место в Академии реставрации. Это был беглый обзор идеологии Нартиады Харсбон.